Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Чувашской Республики Константинов Андрей Викторович. В ходе проведенной Канашской межрайонной прокуратуры проверки исполнения законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов при реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики на 2014-2043 года, установлено, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов предусмотрено обязательное предоставление подрядчикам банковской гарантии в целях обеспечения исполнения подрядчиком своих обязательств по качественному и в срок капитальному ремонту многоквартирных домов. В ходе проверки установлено, что организацией победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Канаше Чувашской Республики Фонд капитального ремонта была предоставлена банковская гарантия, которая, как выявлено в ходе проверки, банковской организации не выдавалась и содержала признаки подделки, так как якобы была выдана несуществующим структурным подразделением одного из московских банков и несуществующим должностным лицом указанного банка. В ходе проверки банковская организация представила сведения о том, что такого структурного подразделения в банке нет и такого должностного лица в штатном расписании не значится. Материал прокурорской проверки по данному факту был направлен в отдел дознания УМВД России по городу Канашу, которым возбуждено 2 уголовных дела по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть подделка официального документа в целях его использования, и по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации использование заведомо подложного документа. Ход расследования указанных уголовных дел находится на контроле Канашской межрайонной прокуратуры. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами старший помощник Канашского межрайонного прокурора Тимофеева Раида Михайловна. Федеральным законом от 29 мая 2019 года внесены изменения в статьи 1479 Федерального закона об основах охраны здоровья Российской Федерации. Пациентов реанимации смогут посещать члены семьи. Закреплено право родственников посещать пациента в отделении реанимации и палате интенсивной терапии. Медорганизации обязаны предоставлять родственникам, иным членам семьи и законным представителям возможность посещать пациентов в медорганизации, в том числе в структурных подразделениях для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий. Требования к организации посещения должен установить Минздрав Российской Федерации. Федеральным законом от 29 мая 2019 года внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. Перевод жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме теперь надо согласовывать с общим собранием собственников. Усовершенствован порядок перевода жилого помещения в нежилое. Предусмотрено обязательное согласование такого перевода общим собранием собственников в помещении в многоквартирном доме. При этом установлены особые требования к кворуму общего собрания собственников по данному вопросу. Кроме того, перевода требуется письменное согласие собственников всех помещений, примыкающих к переводимому. В связи с принятием Федерального закона от 29 мая 2019 года о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации уточнены условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме. В частности, указанным Федеральным законом предусмотрено обязательное согласование общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме перевода жилого помещения в нежилое помещение. Соответствующие изменения внесены в часть 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации. Помимо указанного решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение с принятием федерального закона номер 116 необходимо получить письменное согласие всех собственников помещений, примыкающих к переводимому. Во вновь введенной части статьи 23 Жилищного кодекса установлено, что примыкающими к переводимому помещению признается помещение, имеющее общую с переводимым помещением стену или расположенное непосредственно над или под переводимым помещением. Согласие собственника помещений, примыкающих к переводимому, и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащие решение о согласии на перевод жилого помещения в нежилое, включены федеральным законом в установленной частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса перечень документов, подлежащих предоставлению в орган местного самоуправления для принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое. Поскольку в соответствии с вышеуказанными изменениями федерального законодательства подлежат приведению административные регламенты предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилые помещения и нежилые помещения в жилое, в части перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органы местного самоуправления Межрайонной прокуратуры направлена информация в порядке статьи 9 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации. Житель города Чебоксары осужден за угон автомашины. Канашской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя города Чебоксары. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.
неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, угон. Судом установлено, что мужчина, не имея права управления транспортными средствами, взял ключ без разрешения владельца автомобиля, неправомерно проник в салон транспортного средства марки Nissan Tiida и совершил его угон. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил жителю города Чебоксары наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Обязал осужденного не менять без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, место жительства, находиться дома с 20 часов вечера до 6 часов утра следующих суток, периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в дни и с периодичностью, установленные указанным органом. Приговор вступил в законную силу. Ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Согласно статье 16 Федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления и распития алкогольной продукции от 22 ноября 1995 года не допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. На основании части 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Статьей 115 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. Наказывается штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, с лишением права заниматься определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Таким образом, продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную ответственность. Обязанность родителей, законных представителей в случае самовольного ухода несовершеннолетнего. Под самовольным уходом понимается отсутствие несовершеннолетнего без оповещения о своем местонахождении родителей или законных представителей. Несовершеннолетние совершают самовольные уходы как из дома, так и из государственных учреждений, предназначенных для их пребывания. Если несовершеннолетним совершен самовольный уход, его родителям, законным представителям необходимо незамедлительно обращаться в органы полиции по месту жительства. Необращение в правоохранительные органы с заявлением о розыске несовершеннолетнего влечет привлечение родителей и законных представителей к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. В случаях, если самовольному уходу несовершеннолетнего способствовало ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны родителей, законных представителей, например, несовершеннолетний ушел из дома в связи с злоупотреблением родителями спиртных напитков, отсутствием условий для проживания или учебы. Последние привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 части 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Приглашаются на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где решается вопрос о дальнейшей профилактической работе с несовершеннолетним и семьей.